В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 13:10 по крымскому времени, в 12:10 по Киеву, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган сообщил, что Турция передала российской стороне список на освобождение украинских политзаключенных, а ожидает успешного решения этого вопроса. Ранее Эрдоган просил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских узников Кремля, по поводу которых он обещал поговорить с Путиным. Имеет ли Турция необходимые рычаги влияния на российскую сторону в вопросе обмена заключенными? По какому принципу составлялся этот список и кто в него вошел? Насколько быстро можно рассчитывать на освобождение узников? Скольких и можно ли вообще? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. Но вначале небольшая справка от турецкой ежедневной газеты «Yeni Shafak». В субботу президент Реджеп Таyyip Эрдоган подчеркнул, что его страна будет продолжать укреплять отношения с Украиной, выразив поддержку реформам в ней. Это произошло на пресс-конференции с его украинским коллегой Петром Порошенко в Стамбуле после встречи Украино-Турецкого стратегического совета высокого уровня. Эрдоган отметил, что в этом году число украинских туристов, посетивших Турцию, превысило 1 миллион человек. Он также подчеркнул, что его страна поддерживает реформы, проводимые Украиной, заявив, что ее успех принесет пользу всему региону. Что касается столкновений на востоке Украины, Эрдоган выразил свое желание как можно скорее остановить их по дипломатическим каналам. Президент Турции подтвердил свое уважение суверенитету и территориальной целостности Украины, сказав: «Мы решительно подтвердили нашу позицию по сохранению суверенитета, территориальной целостности и политического единства Украины. Мы также подчеркнули, что не признали незаконную аннексию Крыма и не признаем ее». Эрдоган сказал: «Турция будет продолжать защищать права и интересы крымских татар, как проживающих на полуострове, так и тех, которые были вынуждены покинуть регион после незаконной аннексии. Крымские татары не останутся в одиночестве, защищая свои законные права». Конец цитаты. С нами на связи Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Сергей, здравствуйте. Не слышу, к сожалению, Сергея. Доброго дня. Ага, вот теперь слышу. Итак, вот встреча между Петром Порошенко и Реджепом Таyyip Эрдоганом закончилась, по крайней мере, с точки зрения турецких СМИ, на довольно позитивной ноте. И Турция вновь подтверждает и позицию по Крыму, и позицию по крымским татарам, и теперь даже поддерживает реформы, которые при президенте Порошенко проводятся в Украине. Можно ли говорить о том, что Украино-турецкие отношения вот выходят на какой-то особенно тесный уровень, достигают какой-то такой особенной глубины, или это, в общем-то, симптоматическое такое локальное, временное, кон'юнктурне зближення? Ні, звичайно. Ми бачимо ознаки того, що відносини справді прийшли на якийсь новий рівень. Безперечно, ті кроки, які були зроблені, починаючи від звільнення в'язнів Кремля, Ільмі Омєрова, Ахтема Чийгоза і подальші дії, підготовка угоди про вільну торгівлю, робота по кооперації військово-промислових комплексів, по лінії сектору безпеки. Це все ознаки нового рівня відносин. Хорошо. Вот то, что Реджеп Таyyip Эрдоган говорит о позиции по Крыму, и формально мы знаем, что Турция никогда не высказывала о том, что Крым является украинским, как это согласуется с тем, что некоторые суда
которые в обход украинских правил посещают порты Крыма, свободно доходят до турецких портов, и там их принимают и не задерживают, а если задерживают, то далеко не всех и не сразу. Есть ли в этом какое-то такое вот восточное лукавство, или это может быть что-нибудь другое? Ну, це бізнес частини, доволі невеликої частини підприємців, який ніколи не був в фокусі уваги. І за турецькими масштабами доволі нікчемний. Хоча був період в 2014-2015 році, коли турецькі товари доволі масово постачалися до окупованого Криму. Це викликало відповідну реакцію українського і експертного середовища, і держави. І тоді були звернення до турецьких партнерів з тим, щоб цю ситуацію якось змінювати. Наскільки я знаю, вона дещо змінилася з того часу. И теперь переходим к главной теме нашей программы. Лидер крымско-татарского национального движения Мустафа Джемилев в комментарии «Крым Реалии» рассказал о том, как список из политзаключенных украинских формировался и как он попал в руки президенту Турции. Давайте его послушаем. В списке речь идет только о наших политзаключенных, арестованных оккупационными властями в Крыму. Там, сейчас точно не помню, по-моему, это 70 или 63, что такое. Все именно, там, независимо от национальности. Там, мы передавали, а вы наши вообще-то планировали спросить у Эрдогана, что он собирается, что он сделал по этому поводу. Но он сам до наших еще вопросов на совещание стратегического співробітництва сказал, что передал список. Потом уже в отдельной встрече с ним я спрашивал, вы передали как, по линии МИДа или... Нет, он сказал, там есть ближайший Путина человек, мы обычно через него, он в течение 24 часов обязательно все, что мы передаем, он доставляет Путина. Пока, сказал, от этого человека у нас ответа нет. Также Мустафа Джемилев подтвердил Крым Реалии, что ранее подобные списки не передавались России. Всегда речь шла об этом, но до дела не доходило. Мы только говорили о том, что у нас много политзаключенных, но вот конкретный список это впервые, да. Но вообще в Межлисе ведется учет всех арестованных со стороны оккупантов. И нам еще содействует организация Крымсос. Они тоже параллельно свой мониторинг. И вот к вам такой вопрос. Вот сам факт того, что турецкая сторона получила от украинской делегации список политзаключенных, а потом через доверенного человека передала Владимиру Путину, ну или, по крайней мере, предполагается, что передала, может это повлиять на позицию России по политзаключенным украинским, главным образом по крымчанам? Или так вот дело обменом бумагами и закончится? Мені важко прогнозувати, чи вдасться цей раз досягнути своєї мети, тобто звільнити українських бранців. Ердогану необхідно посилювати свої позиції на пострадянському просторі, і ці кроки явно свідчать про його бажання бути гравцем не тільки на своєму найближчому оточенні на Близькому Сході, але і на пострадянському просторі. У нього достатньо розгалуджені і різноманітні контакти і зв'язки з Путіним. У них багато тем спільних. Вони узгоджують дії військових в Сирії, в економічній сфері. Вони мають достатньо масштабні проекти, і там існує взаємозалежність. У нього є чим торгуватися. У нього є козирі, які допомагають йому досягати своїх цілей на російському напрямку, скажімо так. І плюс Ердоган інвестує в соціальний капітал, в політичний капітал Меджлісу кримськотатарського народу цим.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это был Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио Крым Реалии. С нами на связи Осман Пашаев, исполнительный продюсер телеканала ЮА Крым. Осман, здравствуйте. Привет, Сергей. Итак, мы знаем, что вы, в общем-то, находитесь в курсе того, как турецкие газеты, по крайней мере крупнейшие, изображают Украину и ее политику на своих страницах. В связи с этим вопрос, вот как можно охарактеризовать это для того, чтобы войти глубже в проблему там Порошенко, Эрдоган, Путин и меджлисы заключенные, как сейчас в Турции турецкие главнейшие газеты показывают Украину, можно ли говорить о том, что этот образ действительно влияет на представление там и рядового турецкого гражданина, и турецких элит? Нет, вот это я бы разделил. Представление рядового турецкого гражданина и представление элиты — это очень разные представления. Кое-где они могут пересекаться, но у Турции и у ее элит есть понимание, и это не только у власти, но и у турецких оппозиционных сил. Во многом их политика сходная. Вот Сергей Данилов в предыдущем комментарии вам сказал об инвестировании социального капитала Эрдогана в крымско-татарский народ. Вот когда шла речь об обмене, фактически передаче Ильмы Умерова и Ахтама Чийгоза, мне тоже казалось, что основная причина — это вот инвестирование в этот социальный капитал и в эту связь с крымско-татарским народом. Но потом Хабир Тюрк нам рассказал подробности того, что это был достаточно прагматичный обмен на этапе, скажем, передачи уже Турции, да, Ильмы Умерова и Ахтама Чийгоза. Через несколько дней были выданы те ГРУшники, которые убили чеченских оппозиционеров на территории Турции, были осуждены турецким судом и сидели в турецких тюрьмах. Это была прагматичная часть, да, и вообще, когда идут вещи такого рода, то есть выдача тех или иных людей, они идут именно по этой линии, не по экономической, здесь все разделено, да, вот мы вам отдаем этих, вы отдаете нам тех. Теперь, что касается нынешней ситуации, вопроса заданного Эрдогану, и то, что он публично признал, что список, более длинный список в этот раз он получил, и он его предоставит Путину. Раз Эрдоган это огласил, то он его предоставит. В этом можно не сомневаться. И какие-то переговоры начнутся, но что может предложить Турция? И надо же понимать, что может в этом случае и Украина предложить Турции. Очень осторожно я бы сказал, что вот эти факты, когда без решений судов некоторые люди, которых связывали с Фетхуллахом Гюленом, были вывезены с территории Украины в Турцию, это вот, возможно, часть того, что Украина предлагает Турции. И такие люди, прежде всего, из медиасреды, из журналистов, которых Турция считает связанными с Фетхуллахом Гюленом, они на территории Украины есть. И это достаточно известные люди из информационных агентств, из газет и телевидения, которые живут в Украине достаточно продолжительное время. Поэтому вот такая ситуация. Ну, это очень такими широкими мазками. Давайте попробуем детализировать некоторые из них. Начнем с бравурных заявлений. Я, конечно, не такой уж большой специалист по турецкой прессе, но вот Юни Шафак пишет, что Эрдоган выразил всяческую поддержку украинским реформам. Дескать, Украина станет... Ее успех важен для всего региона. Действительно ли можно говорить о том, что у Турции и у Украины есть стратегическое видение партнерства, а не ситуативное антироссийское сближение? Ну, это не антироссийское сближение. Мы должны понимать, что у Турции на данном этапе нет никаких антироссийских с кем бы то ни было сближений. Что касается стратегического партнерства, да, вот оно официально наши страны являются стратегическими партнерами, но есть вопросы, которые интересны, взаимно интересны, а есть вопросы, по которым, скажем так, у нас очень разные интересы. И тоже строительство
турецкого потока, да, и продолжение этой ветки на Италию, это говорит о том, что мы можем лишиться не только с северной стороны, и с южной стороны. Есть угроза потери нас как транзитной страны, транзитера российского газа, например, да, в Европу. В этом вопросе как-то мы, наверное, не очень стратегические партнеры. Есть вопросы, которые я бы свел к тактике, они интересны, потому что те же украинцы, несмотря на экономическую ситуацию в Украине, которая была в последние годы, показывали очень сильный прирост в туристическую сферу именно из Украины. И если после проблем, которые были после сбитого самолета российского турками, турки на год исчезли из Турции, это же был всего год, они сейчас опять на первом месте, но украинцы на 6-м, и это сильный показатель в туризме. Вот это интересно, да, Турцию интересует экономика. Надо знать еще турецкого президента, вообще на всех встречах он периодически, вот все 16 лет своей власти, когда еще был премьер-министром, он для каждой страны выставляет такие нормативы по товарообороту. Другое дело, что они не все выполняются, что касается и в России, и в Украине. То есть с Россией он, например, хочет $100 миллиардов товарооборот ежегодный к какому-либо году. С Украины еще лет 10 назад хотел вывести на 10, потом 20 миллиардов. Пока все вертится вокруг Украины, вокруг 3-4 миллиардов. Так что пока нормативы мы, во всяком случае, не выполняем. Но он заявил о том, что в этом году достигнута отметка такая символическая в 1 миллион украинских туристов в Анталии. Поэтому, может быть, прогресс в этом вопросе есть и будет. Теперь возвращаемся к политическим узникам. Безусловно, нет никаких сомнений, что турецкая элита в курсе того, что и как происходит. Насколько в курсе того, какая ситуация в Крыму на сегодняшний день реальная, вот этот вот обычный турецкий гражданин, который читает стандартную турецкую прессу, а не, скажем, там, западные аналитические издания, уж тем более не украинские. Я не хочу, чтобы сейчас мой комментарий выглядел как обида по отношению к турецкой прессе, но я вам скажу, Сергей, что в турецкой прессе, в мейнстрим-прессе, возьмем ли мы либеральный Hürriyet, или оппозиционный левоцентристский Sözcü, или проправительственный Sabah. Это я называю тройку, у которых там реальные бумажные ежедневные тиражи 300 тысяч у каждого, да, а их интернет-страницы — это миллионы заходов в день у каждого. Так вот, в этой прессе ни о крымских татарах, ни о вообще украинских политзаключенных практически ничего нет. Причем в той же ситуации, если что-то происходит на территории там Сирии с туркоманами, или там в Европе, или даже с кипрскими турками, или вот с тюркскими сообществами, там больше могут писать об уйгурах, о крымских татарах, вот в контексте Крыма практически ничего. Можете ли вы предположить, в чем причина такого явления? Трудно, на эту тему очень можно долго говорить, и именно поэтому иногда для турецкого читателя становится неожиданностью некий обмен, да, вот как было с Эльмиром и Ахтемом Чигозом. О них практически не писал. На самом деле, если забивать на турецком языке ссылки и искать турецкие материалы, то больше всего пишет наше украинское информационное агентство КХА, Крымское агентство новостей, да, одно из СМИ, которое приехало после оккупации сюда. Вот у них есть турецкая версия, и вот они пытаются выйти на турецкого читателя, делая материалы на турецком языке, но они все равно нишевые в основном для крымско-татарской диаспоры, для ее активной части и небольшой части в Турции. То есть мейнстрим об этой информации не знает. Я уверен, конечно, что это мониторят редакторы этих крупных изданий, крупных медиахолдингов, но этой информации практически нет. И в связи с этим нельзя не поинтересоваться вот еще одним таким деликатным вопросом. Мы знаем, что у Турции есть особая позиция, назовем ее так, по отношению к национальным меньшинствам. Если очень грубо упростить, то в Турции живут только турки. По их происхождению может быть разное, но все они турки, и на этом фоне мы даже до сих пор не можем дойти соглашения по поводу того, сколько же крымских татар живет в Турции. Называются цифры до 5 миллионов человек, огромная диаспора, которая явно превышает количество крымских татар на родине, и
Где здесь, где здесь истина? Не кажется ли несколько такой вот странной, может быть, излишне восточной, ориенталистской такая позиция, что вот да, Турция поддерживает крымских татар, Эрдоган заявляет, что борьба за их законные права будет продолжена, они не останутся в одиночестве, а с другой стороны, про крымских татар в Турции мы знаем не так много, мы даже их точного числа не знаем, и про крымских татар не пишет турецкая пресса. Не кажется ли такая не кажется ли такая ситуация немножко странной? Или я накручиваю? Сергей, можно разделю ваш вопрос сейчас сразу на 3 части. Первое о том, что там только турки и больше никого нет. На самом деле не совсем так. Есть как минимум 3 национальных меньшинства, которые официально признаны с 1923 года уже, не знаю, как конституционно, но по Лозаннским соглашениям это армяне Турции, греки Турции и евреи Турции. Да? И эти соглашения предусматривают целый ряд возможностей, которые есть, в том числе в области образования, изучения языка до последнего класса в школе, полное образование с получением диплома, который приравнивается к турецкому, и с возможностью иметь не только свои культовые учреждения, а всю инфраструктуру, включая, например, собственные больницы даже. Вот. Так что все насчет этих 3 меньшинств есть. Второе, это с первым понятно. Есть восточная часть проблемная, где очень долго не признавали вообще наличие курдов. Это мы тоже знаем, да, что их пытались назвать горными турками. Это было очень давно, во всяком случае, с 80-х попыткой решать этот вопрос была. И сейчас есть даже вещание телеканалов общенациональных на курдском языке. И курдская... Сейчас вопрос по-другому стоит. Не считать курдов меньшинством, а считать курдов частью турецкой нации государствообразующей. Да? Вот таким образом подойти. Там свои проблемы. И вот то, о чем вы сказали, все турки, вот, к сожалению, наверное, самая большая сложность у представителей тюркских народов в Турции. Вот те, кто тюрки есть по происхождению, для Турции являются турками, потому что в турецком языке нет различия между словом тюрок и турок. Это одно и то же. Вот, как бы. И здесь, наверное, семантическая особенность. Вот все как бы турки. Поэтому ассимиляция быстрая тюркских народов там происходит. Откуда мы исходим? Откуда вот это данные о 5 миллионах человек? Есть ваш коллега, один очень известный историк, Кемаль Карпат, по-моему, он сейчас живет уже не в Турции, а в Соединенных Штатах Америки. Есть его очень подробное исследование на основе документов. Это документы на момент образования Турецкой Республики, в которой проживало 12 миллионов человек на тот момент. Так вот, из 12 миллионов человек у 1 миллиона были документы о их крымском происхождении. Вот строилась пропорция таким образом, вот просто математическая. Да? Если тогда было 12 миллионов, а на момент его исследования 60, то вот этот 1 миллион, теперь их потомками являются минимум 5 миллионов. Вот такая достаточно, может быть, грубоватая, исходя из этого. То есть если сейчас 80 миллионов, то, наверное, больше, но это совсем некорректно. Мы понимаем, что рождаемость в курдских регионах высокая. Крымские татары живут в западной части между Анкарой и Стамбулом, из Кишиер-Бурса, и, возможно, все совсем не так, но о нескольких миллионах, плюс-минус от 2 до 5, мы можем говорить о потомках. Другое дело, какая их часть считает, идентифицирует себя с крымскими татарами, или готова на что-то большее, чем раз в месяц съесть чебуреки, вот это более сложный вопрос. Но после оккупации мы видели, что такое национальное самосознание стало пробуждаться, когда 40 организаций объединились в единую крымско-татарскую платформу на территории Турции. Некоторые из них между собой враждовали и конкурировали, и были такими маленькими клубами, а сейчас они вовлеклись в общеполитический процесс, и плюс в том, что они очень в украинском контексте. Да? То есть и нет никаких противоречий, что борьба крымско-татарского народа – это борьба Украины в целом. И за ее целостность, и за ее европейское будущее. Что ж, огромное вам спасибо за ваш развернутый комментарий. Это был Осман Пашаев, исполнительный продюсер общественного телеканала ЮА Крым. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров. Утром слушайте нас в 8:35, днем в 13:10, а вечером в 19:30 по крымскому времени. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Тамила Ташева, координатор общественной инициативы «Крым-СОС». Тамила, здравствуйте. Добрый день. Итак, список, о котором так много говорили, стал реальностью. И, судя по сообщениям, по комментарию, который мы получили у Мустафы Джемилева, он уже должен был достичь рук Владимира Путина. Можно ли узнать в двух словах, вот просто несколько раз в год списки политзаключенных обновляются, меняются, и в них фигурируют разные цифры. Можно ли говорить о том, что на сегодняшний день существует какое-то более-менее определенное число? Вот их столько или, по крайней мере, не меньше? Или это число достоверно установить невозможно? На самом деле все зависит от того, какие критерии применяются для того, чтобы включать того или иного человека в список политических заключенных. Когда мы с нашими коллегами из других общественных организаций работали над уточнением списков политзаключенных, то мы применяли критерии, которые используют правозащитный центр «Мемориал», а также Совет Европы, да, соответственно, но на самом деле эти критерии, они немного мягче, чем те, которые используются Советом Европы, либо Мемориалом. Как вы знаете, Мемориал тоже ведет список политзаключенных, но они говорят о политзаключенных, которые находятся на территории Российской Федерации и подконтрольной ей территории Крыма. Сейчас можно говорить о списке минимум 70 человек. Это те люди, которые находятся на территории Крыма и на территории Российской Федерации, которые были уже переведены в колонии для отбывания наказаний, потому что Олега Сенцова, Александра Кольченко и того же Черния мы приписываем крымским политзаключенным. Также вся первая севастопольская четверка, так называемая, по делу политическому партии, которые обвинены в участии в партии Хизб ут-Тахрир исламской, по ним уже вынесены были приговоры, и они уже отбывают наказание на территории Российской Федерации. Поэтому сложно сказать, какое точное количество, потому что иногда разные организации применяют разные критерии, да? Где-то более жесткие, где-то более мягкие. Но, к примеру, когда мы работаем с нашими, в том числе, государственными органами власти, то позиция, к примеру, Министерства иностранных дел, которые активно продвигают эти списки, о том, что нам очень важно защищать каждого человека, который находится в местах лишения свободы по политически мотивированному преследованию, а это, конечно же, все вопросы, связанные с религиозным преследованием крымских татар, либо за участие в Меджлисе, либо это так называемые диверсантские дела, когда украинцев огульно обвиняют в том, что они проводят какую-то диверсионную деятельность на территории Крыма. Поэтому у нас, в принципе, списки с Министерством иностранных дел не совпадают. Мой предыдущий гость Осман Пашаев высказал такое мнение, что обмен, и даже если политзаключенными и состоится, то он состоится на прагматической основе. Не только Россия что-то уступит Турции, в данном случае уступит, условно говоря, право на освобождение и передаст часть или всех людей, но и Турция должна будет что-то предложить России взамен, и, возможно, что-то должна будет предложить Украина. Вот по вашему мнению, насколько Россия вообще готова на широкий жест отпустить если не всех 70, то, по крайней мере, половину из этого списка? Или тут гадать вообще бессмысленно? Я считаю, что здесь гадать бессмысленно, потому что мы имеем ряд политзаключенных с очень громкими именами. Да? В первую очередь я имею в виду, конечно же, Олега Сенцова и Владимира Балуха, которых до сих пор не обменяли. В принципе, Мустафа Джемилев, передавая списки, и когда он говорил еще пару месяцев назад с президентом Эрдоганом, то он говорил, что в первую очередь мы ожидаем освобождения Олега Сенцова, который на тот момент еще держал эту голодовку протеста. Поэтому будут ли обменены все на всех? Действительно, я согласна с Османом, что Россия это
придерживается очень прагматичной позиции, да, как это было в деле с Ильми Умеровым и Ахтамом Чийгозом, когда, собственно, их поменяли фактически на убийц, да, тех, которые убивали чеченских диссидентов. Это стало известно уже чуть позже из средств массовой информации Турецкой Республики. Поэтому я не думаю, что весь список, который был передан, что он будет активно обработан Российской Федерацией и хотя бы половину из них отпустят, но если мы добьемся того, чтобы хотя бы нескольких человек из этого списка мы смогли освободить, то это уже будет хорошим результатом. Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Тамила Ташева, координатор общественной инициативы «Крымсос». Это радио «Крым Реалии». С вами все это время был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.